1 июля 1916 года родился один из достойнейших сыновей кумыкского народа — Исмаилов Абдул-Хаким Исакович. В 1939 году из родного села Чагар-Атар был призван в Красную армию. Службу проходил в разведроте. Получил ранение под Сталинградом. Кавалер множества орденов, включая Орден Славы и Медаль за отвагу. Только спустя полвека, после Дня Победы 1945 года, имя этого человека, запечатленного на знаменитом снимке Евгения Халдея, стало известно широкой общественности. Впервые об этом сообщили 11 мая 1995 года по российскому телевидению. После чего, по поручению президента Российской Федерации, для выявления истины была создана специальная комиссия. Вскоре работа с архивами была закончена, и уже в 1996 году восторжествовала историческая справедливость. Подвиг Абдул-Хакима Исмаилова, первым выдрузившего вместе с боевыми товарищами знамя победы над Рейхстагом, был оценен по достоинству. В возрасте 78 лет Абдул-Хакиму Исаковичу был вручен высший символ воинской доблести страны — золотая звезда Героя Российской Федерации. Вот он, молодой парень в фуражке. Абдул-Хаким Исмаилов. Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. Вот этот снимок в России, да и во всем мире, это единственная возможность вот в таком открытом доступе посмотреть оригинал, да, сам кадр, потому что этих кадров осталось всего 3, один из них есть у нас в музее, 2 остальных хранятся у дочери Евгения Халдея. А нам сделали подарок на 68-летие победы в Великой Отечественной войне. 2 мая Евгений приезжает в Берлин. На тот момент бои уже практически прекратились в городе, и у Халдея было задание от ТАСС сделать кадр. Да, ему нужно было запечатлеть момент водружения флага над Рейхстагом. И Евгений Халдей просит попозировать. И это было 3 человека: Горичев, Ковалев и Исмаилов. Да, мы видим, что Абдул-Хаким Исмаилов поддерживает Алексея Ковалева, да, и он держит флаг. Вот если приглядеться, то здесь даже видно, флаг этот был шит из скатертей Союза журналистов, да, взят в столовой, и шит за одну ночь. Да, 1 мая он получает заказ, что надо сделать фотографию. Ночью его сосед, портной, сшивает ему флаг, и 2 мая он уже в Берлине. То есть все было достаточно быстро. Но впоследствии вот этот кадр, он становится историческим, можно сказать, что энциклопедичным. В силу того, что имена героев уже были известны, то сказать настоящие имена и фамилии вот этих людей, которые на снимке, это уже было невозможно. Поэтому у этих солдат был такой приказ молчать и, собственно, ни вместе не собираться, никогда об этом не упоминать, ни в каких историях. Ребят, полезли со мной, говорят, сейчас флаг повесим. Да, с удовольствием. И вот это был Алексей Ковалев, тот, кто держал флаг, Абдул-Хаким Исмаилов из Дагестана и Леонид Горичев из Беларуси. Я шел, как шли войска. Ничего не знакомый город, совершенно незнакомый. Развалины, руины, все дымится, пожары, солдаты, танки, пушки. Одним словом, вот такое вот
Ну, а как пробираться? Спрашиваю, куда идешь? А мы к Рейхстагу, к Бранденбургским воротам. Это вот два места. Все шли к Рейхстагу. Со всех, вот, понимаете, стекались войска, так сказать, со всех, не то что фронтов, из всех армий, то 5-я ударная, то 8-я гвардейская. Вот все шли, так сказать, направление было главное к центру Берлина, Бранденбургские ворота и Рейхстаг. Вот. И мы втроем, их 3 человека было, и я, значит, 4-й, полезли по камням, по щебням, в общем, добрались туда на крышу. Вышли на крышу, купол перед нами, этот Рейхстаговский, а снизу пожар был, так сказать, нельзя было близко подойти на него, полезть, нельзя было вообще, сгореть можно было. Я говорю, где мы будем, значит, взяли палку, нашли, нанизали, значит, этот флаг, и, значит, стали искать композицию. Значит, есть у меня целая последовательность снимков. Вот он стоит, солдат, так. Я говорю, нет, это неинтересно, не видно Берлина. Я говорю, а вот туда полезешь, вот сюда. Он говорит, если за ноги будет держать мой напарник, тогда я полезу. Могу сорваться. Я говорю, давай, ты будешь держать? Буду держать. Он пошел туда, полез туда, и тут я увидел композицию, в общем, все. Это 10-я школа, город Хасавюрт, Республики Дагестан. Большую гордость у ее учащихся вызывает тот факт, что названа она в честь нашего героя, и День Победы – особый праздник для этих ребят. Муташев Расул Курашевич уже много лет руководит школой. Был лично знаком с Абдул-Хакимом Исаковичем, помнит каждую встречу прославленного ветерана со школьниками. В 2010 году в нашей школе было значимое событие. Решением депутатов городского собрания в школе было присвоено имя Героя России Исмаилова Абдул-Хакима Исаковича. Вот на этом же месте было много друзей, родственников, детей, городские службы принимали самое активное участие в этой церемонии. С этого дня у нас появился новый источник воспитания подрастающего поколения на примере жизненного и боевого нашего героя. В школе функционирует кабинет, где собран богатый материал про нашего героя. Это кабинет истории. И работа этого кабинета проводит Мурадова Джанет Агаевна. Чтобы убедиться в действительности моих слов, можно пройти в этот кабинет, посмотреть, снять материал и снять выступление наших учащихся токсовцев. Мы хотим рассказать об Абдул-Хакиме Исаковиче Исмаилове не только потому, что этот год – год юбилея Победы, но и потому, что в этом году, 16 февраля, исполнилось 5 лет со дня смерти Абдул-Хакима Исаковича, а 29 марта исполнилось 5 лет со дня присвоения нашей школе имени легендарного знаменосца. Мы с гордостью называем себя исмаиловцами. Великую Отечественную войну встретил на Украине в составе 147-го стрелкового полка. Прошел с боями всю Украину, Белоруссию, Польшу, Прибалтику, освобождал Запорожье, Одессу, Варшаву. В боях за Одессу был ранен. После выздоровления был направлен в 83-ю отдельную гвардейскую разведывательную роту 82-й гвардейской стрелковой дивизии, с которой и дошел до Берлина. За годы войны был ранен 5 раз, но каждый раз возвращался в строй. Абдул-Хаким Исакович всегда отличался мужеством, смелостью, храбростью, любовью к отчизне. Подтверждением тому являются его награды. Орден Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, Красного Знамени, медали за отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина. Весной 1945 года Абдул-Хаким Исмаилов со своими однополчанами белорусом Леонидом Горичевым и украинцем Алексеем Ковалевым водрузил знамя над одним из куполов Рейхстага. Это событие было запечатлено на снимке фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея. Этот исторический снимок вошел во все хрестоматии альбома, но кто изображен на снимке, знали лишь единицы. В 1996 году автор легендарного снимка решил сорвать завесу тайны и восстановить справедливость. В эфире центрального телевидения он публично и поименно назвал всех героев, изображенных им на снимке, который вошел в историю как знамя победы. В 1996 году
Указом президента Российской Федерации за этот подвиг Абдулхакиму Исаковичу Исмаилову присвоено высокое звание Героя России. Казахмаев Казбек Анварович, внук Абдулхакима Исмаилова, с особым трепетом и гордостью вспоминает подвиг своего деда, водрузившего знамя победы над поверженным Рейхстагом и возвестившего всему миру об окончании самой кровопролитной войны в истории человечества. Когда узнал, честно сказать, как бы мы знали это всегда. С детства у нас это в доме, в семье культивировалось, что вот дед герой, как бы нам всегда такое воспитание давали, равняться на деда. Манагара, улу папа, булай, короче, улу папа называли, да, мы деда в доме. Со школы еще всегда мы, как бы, ну, как сказать, тогда это все было на уровне такого детского мышления. Там, знаешь, детям, друзьям нам могли, наверное, сказать, это мой дед, увидев там в книжке истории фотографию, да, вот эту знаменитую. Но знали мы это всегда. Как бы, может, по детству тогда, вот, как сказать, особого значения этому не придавали, как бы, вот, ребячество, вот это детство, не совсем осознавали. Но, как бы, сколько я себя помню, столько я это знаю. Почему страна так поздно узнала об этом? Ну, наверное, все-таки это веление того времени, как бы был политический строй другой, был у нас лидер в то время другой, были политические интересы совершенно другие, нежели сейчас. Как бы, видимо, как дед сам говорил, наверное, это было кому-то нужно, но он как бы особо тоже об этом не горевал, он в этом плане был довольно очень скромный человек. Запрещали ли деду об этом говорить? Ну, дед рассказывал непосредственно сам, что после того, как они вот во время вот атаки, осады Рейхстага, взятия Берлина, они вот водрузили, там даже не флаг, как он сам говорил, там кусок проволоки с красной тряпкой, да, они просто спустили его вот так вот, дав понять остальным солдатам, что победа, ребята, за нами, мы уже на крыше, как бы, вот такой знак они подали. А потом, как всем известно, уже прилетел Евгений Халдей, отснял эту фотографию. Вот. И дед рассказывал такой случай после этого всего, когда уже было, они где-то там, не скажу, что в казарме, может, в том же Рейхстаге, может, еще где-то находились, и он рассказал, что прилетел человек, еще один с Москвы, как дед сам говорил, uzun qara kojный плащ да vardı, ulu papkası да vardı, қолына очкаларынан girip, он пришел, говорит, командира Шевченко спросил, кто эти ребята, кто это делал, знамя. Он тут показал, вот, короче, вот эти трое. Он их пригласил к себе в кабинет и сказал, ребята, с сегодняшнего дня забудьте, что вы это делали. Вот. Естественно, где-то они тоже, наверное, понимали, что он не по своей собственной доброй воле прилетел, а по чему-то великому приказу. И ослушаться тоже было смерти подобно в тот момент, скорее всего. Но они молчали все это время. Немало героев вырастила кумыкская земля. Один из них – Арслан Алиев Ахмед Алиевич. Сейчас ему 98 лет. Ахмед Алиевич – один из немногих ныне живых ветеранов в Хасавюртском районе. Ушел на фронт добровольцем из селения Аксай. Был тяжело ранен в Польше. Кавалер ордена Красной Звезды. Прошло 70 лет со дня окончания войны с фашизмом. Сколько лет вам было, когда началась война? Чем вы занимались до Великой Отечественной войны? Учился в своем родном ауле, а потом учился в Аксае, в семейной школе. Тогда средняя школа, средних школ не было, 7-летние только были. 7-летняя. Вот эту 7-летнюю школу я окончил в Аксае, а потом поступил в институт физико-математический факультет. И преподавал в Аксае этот физико-математику. Математику преподавал в первой школе. А когда вы ушли на войну? Я работал в Аксае
И оттуда мобилизовали. Мы, например, пошли в военкомат, сказали, вот мы хотим идти. Вот так получилось. А потом нас отправили в 4-й Украинский фронт. Чехословакия, Польша, Румыния. Вот это города. Были ли вы ранены? А тяжелая рана в Польше. В Польше получил вот отсюда и на вылет вышла. На вылет. Говорили, тяжелая рана. По дому скучали? Времени не было об этом думать. О домашних там делах и так далее. Не было времени. Я был командиром взвода. Тем более не было. Но мне было поручено 50-60 человек. Не было времени об этом думать. Один раз был такой случай. Мы голодные были, кушать надо было. Смотрю, к нам идет кухня. Труба торчит. Немцы обстреляли вот это кухню. Мы без обеда остались. Вот такие вещи были. Война длилась 4 года. Какой из этих дней был для вас самым тяжелым, а какой самым счастливым? Вот здесь я даже не знаю, после войны, вот это были же у нас голодные годы. Вот это тяжелые были. День Победы. Где и как вы его встретили? Когда меня ранили, я ехал в поезде, там в Польше это было дело. Со мной были девушки, тоже сидели в поезде. Одна говорит мне, завтра война кончится. Как это завтра кончится? Да, завтра кончится. Утром я рано встал, посмотрел, одни смеются, другие плачут. Что ж такое? Война кончилась, говорит. Как вас встречали на родине после войны? Хорошо, хорошо. Друзья все вот так приходили. Şu yaşlar, şu ucuzcu davunu görmesin. Davunu şu tane görmeye biz. İkinci okumaya gerek var. Bolğanca ayakşı. Şu iki tane. Спортивная школа, расположенная в городе Хасавюрт, под руководством братьев Казиевых, воспитала множество чемпионов мира и известна далеко за пределами нашей страны. Ее воспитанники знают, что такое победа и каким трудом она дается. Мы решили узнать, помнят ли они своего легендарного земляка. Мы знаем этого великого человека, как что он герой России, и что он вооружил знамя над Рейхстагом. Конечно, будем гордиться, и наши дети будут гордиться. Мы стараемся вот тоже на тренировках объяснять, вспоминать, чтобы они забывали наших вот дедов, которые вот нам дали все это в нашей жизни. Мы поэтому и воспитываем этих ребят. Не то, чтобы на улице показать, да, свое это все. Бывает всякое, да, вот, всякое начнется, да, как наши деды воевали. Конечно, встанут. Поэтому воспитываем бойцовский дух. Дух, чтобы стоять за наш народ. За ними, чтобы мы стояли, мы гордимся за них. Это наше будущее. 15 лет, 15-20 лет почти наша спортивная школа, детско-юношеская. Мы относимся к Батуевской средней школе, конечно. Работаем, да, относится то, что помогает. Есть у нас директор Абакар, спонсор. Уже больше 20 лет мы занимаемся тренерской работой. Воспитываем, готовим хороших, наше будущее, наше поколение. Стараемся, будем стараться, конечно. Ну, люди, наверное, видят, какие у нас достижения, какие ребята. Ежегодно с нашего клуба выходит несколько чемпионов России, чемпионов мира. Вот рядом со мной сидят. Да, Ислам, вот,
Муртазаев, чемпион мира. Сейчас стал недавно чемпионом России. Они пошла там бей, выступают на профессиональном бою. Вот сейчас в Чечне выиграл. Сильный был, хорошего соперника. Чисто. Чемпион России, призер мира. 18-кратный чемпион Дагестана. Двукратный чемпион России. Вот молодой парень, чемпион Дагестана, выступающий по боксу. Это наше будущее тоже. Это. Слева от него чемпион России, призер мира. Расул. Чемпион мира, пожалуйста. Тоже Ялы, Марслан. Тоже новенький, год-полтора занимается, хороших достижений. Россию взял дважды, чемпиона мира стал. Сабир парень тоже вот новичок, тоже вот недавно выиграл Россию, двукратный чемпион Дагестана. Золотую звезду Героя Российской Федерации Абдулхакиму Исмаилову присвоили еще в 1995 году. Но когда встал выбор, Абдулхаким Исакович выбрал поездку в хадж, и вручение состоялось только через год. «Я полвека проходил без нее», — сказал он. «Если вернусь живым, в любом случае наградят». Он говорит: да вообще-то, говорит, можно было бы ехать таким безнадежным. Я говорю: отец, какие проблемы? Ехать на хадж? Да, я поедем. Вот он говорит: едем. Вот эти, мы были заняты этим, и как снег на голову, это известие пришло, что ему присвоили звание. Ну вот, пришли это представители, он даже слушать не стал их. Дело в том, что такая ситуация у нас сложилась с присвоением ему звания героя, что народы Дагестана, скажем так, многочисленные, начали приписывать его к себе, каждый. Там, я не скажу, что это плохо, конечно, может, каждому хотелось иметь у себя, вот, что у нас есть такой вот знаменитый человек. Но слухи, видимо, уже так широко разрослись, распространились, уже, видимо, люди все запутались, кто на самом деле по нации, что приехали к нему домой корреспонденты с этим вопросом. Наверное, все видели этот знаменитый ролик, он в интернете есть, по телевидению, правда, по местному. Проходил, где дед выступает, сам официально на кумыкском языке говорит, что он родом из Аксая, что он кумык, и все его родственники тоже кумыки. Внуков и внучек нас 3 внука и 5 внучек у него. Но на сегодняшний день кто где, кто по учебе, кто по работе. Некоторые в Хасавюрте здесь, некоторые в Махачкале, некоторые в Москве живут, работают, учатся. Да, я часто вспоминаю эти годы, конечно же. Это наше детство, когда мы все вместе собирались в селе, у деда дома. Это, как бы, наверное, одни из самых счастливых лет моей, во всяком случае, жизни. Как-то весело все прошло. У деда всегда было весело, на самом деле. Дед всегда говорил на родном кумыкском языке. С нами всегда он разговаривал, только на кумыкском мы общались с ним. И дома у нас даже родителям кумыкча үйретиз yaşlarınızı söyle. Вот, как-то так строго наставлял, чтобы не то, чтобы он боялся, что мы забудем свой язык, но все равно ему нравилось это. Он любил свой народ, любил свой язык, он гордился тем, кто он есть. Он как бы знал, кто он, какому народу, каким людям он принадлежит, как бы все это знал. И нас воспитывал в том же духе. В духе патриотизма, в духе любви, конечно, в первую очередь семьи, народа, родины, так сказать, этого всего, вот, это мы все впитали от него еще с детства. И в этом смысле, конечно же, его можно назвать патриотом своего народа, патриотом своей родины. И уже находясь в Рейхстаге, в кабинете Гитлера, он рассказывал, я написал своему другу, капитану Ирбайхану Акаеву письмо. Вот мы находимся в кабинете Гитлера, мы взяли Рейхстаг, водрузили Знамя Победы, и пишу тебе, друг мой, письмо. На зеленом сукне, на столе Гитлера, говорит, писал я письмо, говорит. И от него получаю через некоторое время ответ, говорит, ну, конечно, говорит, твой отец взял Зимний дворец, ты тоже взял Рейхстаг, наверное, высмеивал.
Исмаилов Абдулхаким Исакович ушел из жизни 16 февраля 2010 года. Похоронен в родном селе Чагар-Атар. Одна из малых планет носит имя Абдулхакима Исмаилова. В его честь названы улицы городов республики. Его имя носят 2 школы, а недавно был открыт и благотворительный фонд, руководит которым его сын. Сегодня не стало человека, чья фотография вошла во все учебники истории, но имя его узнали не так давно. Абдулхаким Исмаилов, тот самый лейтенант, который на легендарном снимке «Знамя Победы» вместе с 2 боевыми товарищами водружает красный флаг над Рейхстагом. В официальную летопись войны вписаны только Егоров и Кантаря. Исмаилов никогда не рвался доказывать свой подвиг, даже звезду героя ему вручили через 50 лет после войны. До последней минуты свободно двигался. Он двигался. Он умер. Он не мог вот до конца присесть на колени. Ему мешали там чего-то, да? Он там делал приспособления. У него были свои приспособления. И как только он нагнулся на намаз, вот так скончался. Великая Отечественная война унесла жизни почти 27 миллионов человек. Страшная цена, которую пришлось заплатить за победу над фашизмом. Мы не видели войны, но мы знаем о ней, и шрамы на судьбах людей болью отзываются в наших сердцах. Мы обязаны помнить свою историю и своих героев. Подвиг их бессмертен, а слава их — слава на века.